Реализовать в два этапа. На первом этапе будет реализация в виде автомобильного моста и на втором этапе в виде железнодорожного перехода. Вы знаете о том, что правительством Республики Саха-Якутия проводится работа и по поиску инвесторов. Есть иностранные партнеры, которые высказывают желание участвовать в реализации этого проекта. Какие у нас это? Это компания Power China, которая разработала финансовую модель, но надо сказать, что эта модель еще рассматривается и изучается. Экспертами были высказаны предложения по возможной оценке капитальных вложений на строительство мостового перехода. Это оценивается примерно в диапазоне от 70 до 80 миллиардов рублей, причем это максимальная стоимость мостового перехода. Ну и также были рассмотрены различные финансовые механизмы реализации данного проекта, но эксперты также склоняются к мнению, что основной вариант, который мог бы быть приемлемым для реализации данного проекта, это реализация проекта с использованием механизмов государственно-частного партнерства, либо реализация его в виде конституционного соглашения. Сроки какие-то конкретные есть, примерные сроки? Начало строительства? Да. Ну, прежде чем говорить об этом, необходимо актуализировать имеющийся проект 2008 года, разработать финансово-экономическую модель строительства мостового перехода и также актуализировать технико-экономическое обоснование. И после разработки этих документов можно будет с какой-то более-менее приближением сказать о начале реализации. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы начать реализацию этого проекта в самое ближайшее время. Все, спасибо. Алексей Александрович, она хотела бы галстук гасты, бо научно практически конференция блога и интердак бобла просто повинны. Том бастатон туран бо аспыт научно-практическая конференция гала он руда один бо лена мостовой переход тут проговор бастатон туран хандах техническая багарылар он ханнек финансовый механизм нербу проекта локотилдерге тутулуктар нептен юлестевит конференцияга авантан такка эксперт проектный институттардан научный организациялардан унна бу Россия территория уннанды дугутамгар мостовой переходтары путуктар телектен улланар оны таганан көтәйттен унна Японияттан эми бу проекта локотилдерин күттәхтәрен барат компаниялар эми күттән ыллыла. Атом бастан туран бу мостовой переход надо ден эксперттер уна бу мостовой переход реализация икки табынан бары баста китабы автомобильный мост икки табыга темир жол мосты болуга. Бу моста гыната эксперттер оценкаларынан хәтта онтан 10 миллиард дери болу, оннан туту биремете бу проекттен хагалан, онна туту битөгөр дери 5 жыл болун. По сути, что сказали, можно сказать. Уважаемые коллеги, ну сейчас уже Алексей Александрович все подробно рассказал. Сейчас мы можем сразу перейдем к формату вопрос-ответ, может быть? Ну, наверное, я все скажу, да? Можно, в принципе, наверное, если нет. Значит, хотел бы отметить, что вчера завершилась научно-практическая конференция, которая называется «Переход через Дикулина. Пути решения». Организатором этого мероприятия выступило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия по инициативе акционерной компании «Железные дороги Якутии». Данная научно-практическая конференция была проведена в целях выработки основных технических решений и в том числе возможных моделей реализации инвестиционного проекта, обсуждения достижений как российских, так и зарубежных мостостроителей для объединения усилий по строительству транспортного перехода через Дикулина, удешевления проектных решений за счет применения современных технологий. В работе конференции приняло участие более 80 представителей научно-исследовательских, проектных институтов и организаций, предприятий, мостостроителей и эксплуатирующих организаций из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Хабаровск, Республика Саха-Якутия, и также были наши зарубежные партнеры из Китайской Народной Республики и Японии. Но хотел бы также отметить актуальность проведения этой данной научно-практической конференции. Она обусловлена тем, что в текущем году мы планируем завершение и ввод постоянной эксплуатацию строительства железнодорожной линии Томут-Нижний Бестяж. И, соответственно, уже в настоящее время необходимо принимать решение, каким образом грузы и пассажиры будут попадать в город Якутск.
И также достаточно длительное время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которыми выражают готовность инвестиций в реализацию данного проекта. В рамках конференции состоялась пленарная дискуссия и 2 круглых стола. Сама пленарная дискуссия, можно отметить, что задала тон всех последующих выступлений и дискуссий. И общее мнение всех спикеров пленарной сессии, то, что мост должен быть построен, и также были озвучены мнения по различным финансовым механизмам реализации этого проекта. Первый круглый стол носил исключительно технический характер, и на этом столе была заслушана информация от научных и образовательных учреждений, проектных институтов и также компаний мостостроителей. Был обсужден широкий круг вопросов по технологиям, проведению изысканий, проектирования и строительства, мониторинга железнодорожных и автодорожных транспортных переходов, и также были рассмотрены различные конструктивные варианты, рассмотрено также влияние факторов риска на надежность и долговечность железнодорожных и автодорожных транспортных переходов. И экспертами были высказаны необходимость на стадии принятия основных проектных решений учитывать все негативные факторы русловых процессов и геокриологических условий по самым неблагоприятным сценариям, также безусловное применение в максимальном объеме местных строительных материалов, также совершенствование нормативной базы, которая должна позволить проектировщикам закладывать в проект самые современные материалы и технологии возведения при составлении технического задания. Также было предложено руководствоваться оптимальными уровнями надежности. И также экспертами была высказана необходимость системы достоверного мониторинга технологий строительства и качества мостовых конструкций в процессе строительства и эксплуатации. Второй круглый стол в рамках конференции был посвящен вопросам финансирования строительства и мультипликативному эффекту от реализации проекта, который получат жители республики. Были рассмотрены задачи по подготовке местных кадров с высшим и средним специальным образованием в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных и железнодорожных мостов, также способы концентрации трудовых ресурсов и рабочих специальностей на период строительства мостового перехода, и также были рассмотрены механизмы финансирования строительства и оценка экономического эффекта от реализации данного проекта. На этом круглом столе была отмечена необходимость создания новых направлений подготовки специалистов в учебных заведениях Республики Саха-Якутия, создание системы организации набора рабочих специальностей на период строительства с максимальным привлечением местных трудовых ресурсов, применение способов минимизации капитальных затрат на строительство транспортного перехода и также реализации данного проекта с использованием механизмов государственного частного партнерства. Хотел бы в целом констатировать, что конференция достигла своей цели, и сейчас задача строительства моста находится уже в фокусе внимания профессионалов и экспертов мостостроительного сообщества. Вообще хотел бы отметить, что уникальный проект строительства мостового перехода через одну из крупнейших рек мира, вы знаете, что река Лена это 3-я по длине в Российской Федерации и входит в десятку крупнейших рек в мире, в условиях вечной мерзлоты должен быть реализован с применением передовых и самых современных технологий и материалов, новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети. И в целом экспертами и участниками конференции, и проектными организациями, и мостостроителями, научным сообществом была высказана необходимость строительства мостового перехода и, соответственно, реализация проекта в 2 этапа. На начальном этапе автодорожный мост с опорами как под автодорожный пролетный строение, так и под железнодорожный. И, соответственно, реализация на 2-м этапе железнодорожного моста. И также экспертами была высказана идея, что данный проект должен быть реализован в форме концессионного соглашения. Ну, вкратце все, если есть вопросы, я готов ответить. Пожалуйста. Вопрос сразу, да? Михаил, Интерфакс, вы вот сейчас только что сказали, что максимальная цена составит 70-80, вы сказали, это максимальная. Это экспертная оценка. Экспертная оценка. А вот ранее звучала цифра от
правительстве Якутии, что будет около 100 миллиардов. Так все-таки чему больше склоняется? Ранее было высказано о том, что нашими китайскими партнерами из компании Power China разработана финансовая модель строительства автомобильного мостового перехода, и стоимость по финансовой модели, по предложениям наших китайских партнеров, составляет порядка 110 миллиардов рублей. Но эксперты высказали мнение в ходе научно-практической конференции о том, что за счет использования новых технологий и изменения конструктивов стоимость строительства может быть снижена вот в тех параметрах, которые я озвучил, от 70 до 80 миллиардов рублей. То есть вот эта цифра 10 не рассматривается? Ну, она, конечно, финансовая модель будет рассматриваться, но мы все-таки склоняемся к снижению стоимости строительства. Можно? Майя Акимова, РИА Новости. Алексей Александрович, в итоге пришли к выводу, что нужно этот проект целесообразнее реализовать в форме концессии. Насколько я знаю, концессия – это когда инвестор претендует на использование этого моста. И значит ли, что в будущем, когда появится, закончится первый этап, будет человек, который со шлагбаумом там будет как-то пользоваться этим мостом? Понятно. Ну, на самом деле вы абсолютно правы, потому что когда мы говорим о классической форме концессии, то, конечно, подразумевает коммерческое использование данного мостового перехода. Мы же сегодня говорим все-таки больше, наверное, о концессии, ну, скажем так, на основе механизма государственно-частного партнерства. Предполагает, что инвестор привлечет заемные кредитные средства, за счет которых он построит этот мостовой переход, и, соответственно, в последующем в рамках государственной программы Российской Федерации будет осуществлена возврат средств инвестору за строительство этого мостового перехода. Такие виды концессии, они тоже подразумеваются в соответствии с федеральным законом о конституционных соглашениях, и именно на такой вид мы и рассчитываем, с учетом того, что мы не предполагаем, что проезд через мостовой переход будет платным. Мы понимаем, что все-таки в большей степени там строительство и реализация этого проекта носит в большей степени социальный характер. На этом мероприятии потенциальные инвесторы представили какой-либо проект? Было ли обсуждение? Ну, вот то, о чем я говорил, наши китайские партнеры Power China, они представляли те изыскания и то технико-экономическое обоснование, финансовую модель, которую делали они. Вот. Другие компании, как Камай, Халтек и Мицуи, они, конечно, в большей степени на данном этапе были слушателями и интересантами данного проекта, не более того. Ну, а какие-то более, не знаю, решения, что-нибудь такое было принято? Ну, вывод какой-нибудь, для того, что мост должен быть построен? Решение то, что наши коллеги из Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства автомобильного транспорта, они поддерживают реализацию данного проекта в рамках тех национальных приоритетов, которые в том числе определены указом президента Российской Федерации. И я думаю, что для нас это, по крайней мере, сигнал к началу активных действий по работе с Федеральным министерством транспорта Российской Федерации. И, соответственно, наши коллеги высказывали мнение, что сейчас как раз самое удобное время, когда завершается строительство Большого Крымского моста и когда на федеральном уровне принимается решение по реализации национального плана по модернизации инфраструктуры, в том числе на Дальнем Востоке. И мы этой ситуацией должны воспользоваться и провести соответствующую работу федеральных органов исполнительной власти. А в чем заключается соответствующая работа? В чем заключается? Первое заключается в разработке и актуализации финансовой модели и разработке актуализированного технико-экономического обоснования, то есть те начальные документы, с которыми можно работать в федеральных органах власти. А кто это будет заниматься? Этим будет заниматься Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Якутия. Там дополнительно какой-либо отдел будет создан или кто это? Нет, в рамках тех отделов и управлений, которые сегодня действуют в Министерстве транспорта. А и эта стоимость до 70-80 миллиардов, она для автомобильного перехода? Нет, это совмещенный автомобильно-железнодорожный переход. А как вы оцениваете риски по поводу, с Крымским мостом транспорта получилась история,
И не получится ли также с Сахалинским мостом, потому что... А какая получилась история? Сахалин тоже входит. А какую историю вы знаете по Крымскому мосту? Ну, то, что уже было заключено конституционное соглашение, у нас же уже практически, тут у нас уже есть пункт реальности от победителей, было уже заключено и... Ну, вы знаете историю о том, что в принципе специалисты посчитали, что может быть все-таки целесообразно строить сразу совмещенный железнодорожный мост, и вокруг вот этого технического решения и не был реализован тот проект, к которому мы стремились в 2014 году. Вот. Сегодня мы обсудили эту тему с нашими экспертами и приходим к мнению, что, в общем-то, Якутии и Якутску необходим совмещенный переход, но на начальном этапе он может быть в виде автомобильного моста. То есть ровно то решение, которое было принято в 2014 году, и другой вопрос, что сейчас немножко поменялись условия, но тем не менее проект имеет право на жизнь, и от нас, и от наших действий зависит начало реализации этого проекта. У меня еще один вопрос. Вот этот мощный фонд, который японско-российский фонд развития Дальнего Востока, каким образом будет относиться финансовой части? Ну, сейчас рано об этом говорить, я опять же повторюсь и скажу, что все эти механизмы реализации проекта, они станут возможны после актуализации финансово-экономической модели данного проекта и, соответственно, разработки технико-экономического обоснования. К слову говоря, мы принципиально договорились с нашей акционерной компанией «Железные дороги Якутии», что они возьмут на себя разработку технико-экономического обоснования, актуализацию финансовой модели и сделают эти работы в самое ближайшее время. И когда эти документы будут разработаны, тогда уже с каким-то приближением можно будет сказать, возможно ли использование в том числе таких институтов развития, как Российско-японский инвестиционный фонд и фонд развития Дальнего Востока. Конечно, мы не сбрасываем со счетов все институты развития, которые были созданы для реализации инфраструктурных проектов, в том числе и на Дальнем Востоке. Еще один вопрос по поводу последних эксплуатаций железнодорожной линии. Вы сказали, что он будет до конца года примерно месяц, ну, декабрь текущего года, либо начало 2019 года. Это те сроки, в соответствии с заключенным соглашением. Так, да, я там не ошибаюсь? Государственный контракт. А? По государственному контракту 28 декабря. Да, Срок заключения этого года. Да, это будет такой новогодний праздник тем жителям Якутии. А вот модель, которую представила Молодая Чайна, она как-то эксперты какого мнения? Ну, общее мнение такое, что в принципе есть смысл поработать над удешевлением стоимости данного проекта. И объективно в представленной финансовой модели, по мнению экспертов, завышена стоимость материалов, конструкций, и именно на этих направлениях с применением и технологий и оборудования российского производства можно значительно удешевить строительство данного мостового перехода. Японские инвесторы, они заинтересованы в реализации проекта, для них это будет уникальный опыт реализации мостового перехода в условиях вечной мерзлоты, и, конечно, они предлагают свои технологии и, соответственно, свое оборудование для реализации этого проекта. Поэтому, как только, опять же, повторюсь, будет актуализирована финансовая модель и появится технико-экономическое обоснование, тогда с определенной долей вероятности также можно будет сказать, насколько они будут или не будут в этом участвовать. А так вы знаете о том, что та же компания Камай Халтек уже работает на территории Республики Саха-Якутия. Большой проект, который они реализуют, это ветродизельная установка в поселке Тикси. Оборудование уже находится на территории Республики Саха-Якутия. Кроме этого, мы предварительно с японскими компаниями рассматривали возможность реализации двух проектов в области энергетики на территории Вилюйского улуса. Это установка с когенерацией в городе Вилюйске в поселке Козылсыр, но там пока экономические показатели и те расчеты, которые были сделаны японскими компаниями, пока показывают низкую экономическую целесообразность, и в этой связи мы эту работу будем продолжать. Ну и кроме этого, с нашими японскими партнерами, значит, которые были участниками на конференции, мы рассматривали возможность применения японских
технологий для строительства комплексов по переработке мусора здесь, в городе Якутске, как тоже пилотный проект. Поэтому, в принципе, интерес есть, и я думаю, что вот в рамках усиления японо-российских отношений и созданием Российско-японского инвестиционного фонда и работы этого фонда с Фондом развития Дальнего Востока, интерес к субъектам Дальнего Востока и к Республике Саха-Якутия в частности достаточно большой, и мы максимально должны воспользоваться этим интересом. По поводу, опять же, средств. Ранее Алексей Сергеевич заявлял, что мост, по крайней мере, должен быть построен за счет федеральных и средств инвесторов. Что Якутия, сама вроде как не планирует вкладываться. Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что это федеральная стройка, и, соответственно, так как мостовой переход соединит две федеральные автомобильные дороги, он в априори должен находиться в федеральной собственности. И в соответствии с требованием бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации в целом, конечно, он в этих условиях должен быть профинансирован за счет средств федерального бюджета и в рамках государственных программ Российской Федерации. Олег Зумин, средства массовой информации, точка взаимодействия. Вот такой вопрос интересует. Тот проект, его смотрели с научной точки зрения, а вот наше население интересует. Согласно проекта, зарезервированы федеральные земли для строительства этого проекта. Будет ли там какое-то изменение, или же полностью, что утверждено в 2014, будет использоваться, или же получится так, что еще должен быть? Ну, я сейчас вот так однозначно не могу сказать, что вот мы сделали. Мы, конечно, будем опираться и брать в основу те материалы, которые были сделаны в 2014 году, но время, во-первых, прошло, да, и понятно, что будут проведены дополнительные изыскания, и, возможно, какая-то корректировка произойдет. Но пока принципиально, конечно, мы будем за основу брать те материалы и те разработки, которые были сделаны в 2014 году. Все? Спасибо большое, коллеги. Есть желающие выступить? Нет, если нет вопросов. Все, спасибо.